Приветствую всех на канале Движение за независимость Саха. Меня зовут Раиса Зубарева. На этой неделе правительство Республики Саха провело совещание, посвященное состоянию коммунального хозяйства. Но на самом деле мы все понимаем, что все плохо в этой отрасли, огромные долги, изношенные сети, теперь уже многомесячная невыплата зарплат и поставщикам, и подрядчикам. В общем, ну и было решено на эту тему поговорить. Поговорить, вы понимаете, да? Сразу скажу спойлер, ни к чему так и не пришли. Система, на которой держится отопление, коммунальная инфраструктура такой огромной территории, как Республика Саха, грубо говоря, сдохла. Она просто не выдержала испытания временем, она не выдержала испытания отвратительным управлением. Слушайте, на дворе 26-й год 21 века. Мы до сих пор живем на модели 20 века. Огромная централизованная структура обслуживает десятки улусов, сотни населенных пунктов, сотни котельных, тысячи километров сетей. Все это требует постоянных ремонтов, постоянной модернизации, обновления оборудования. Но, как мы понимаем, годами никто ничего не делает. И одно и то же, да, происходит каждый год. Проблемы, например, того же отопительного сезона решаются в самый последний момент, когда уже начинается отопительный сезон. По итогам 2025 года предприятие ГУП ЖКХ снова показало убыток. Ну, кто бы сомневался, да? Выросли долги, муниципалитеты задолжали коммунальщикам миллиарды рублей. Улусы не платят за тепло, потому что их бюджеты дотационные, они просто не тянут такие расходы. В результате возникает классический замкнутый круг. Улусы должны коммунальным предприятиям, в частности ГУП ЖКХ, да, ГУП ЖКХ должно поставщикам топлива, например, да, и банкам, а вся эта система держится на субсидиях из республиканского бюджета. Правительство предложило такую, значит, реформу. Разделить ГУП ЖКХ на две части. На Арктику и на центр. То есть арктические районы оставят в республиканском ГУПе, а остальные территории хотят постепенно передавать на уровень муниципалитетов. В принципе, такая система может сработать. Помните, перед Новым годом была большая пресс-конференция Алексея Емиева, спикера парламента, где он приводил в пример Намский улус. Там, дескать, ЖКХ отдали муниципалитету, и, в принципе, у них проблем нет. Ни с долгами, ни с сетями, ни с ремонтами, ни с чем. Но так вот вопрос. У нас в республике не один и не два улуса. У нас их целых 34. Как правительство собирается коммунальную систему отдавать муниципалитетам, когда у муниципалитетов долги перед коммунальщиками? Они их отдадут с долгами или все эти долги обнулят? Или будут субсидировать из бюджета? А деньги-то есть вообще на это дело, да? То есть это пока идея. Типа надо что-то делать, а что делать непонятно. Поэтому ничего на сегодня еще не решено. Я думаю, что проблемы в коммуналке исчезнут тогда, когда исчезнут люди, которые эти проблемы создают. Например, Айсен Николаев. Ну и пока чиновники обсуждают реформу ЖКХ, у нас еще одна проблема появилась для обсуждения. Это долги перед дорожными организациями. 4 марта в парламенте республики депутаты, правительство и счетная палата разбирались с этими долгами перед дорожными организациями. По итогам 2025 года республика задолжала подрядчикам более 2 миллиардов рублей за строительство и ремонт дорог, мостов и зимников. Ситуация здесь тоже до боли знакомая. Пока все деньги распределяли на, в общем, первоочередные необходимые нужды, это и зарплаты, и социальные выплаты, там, школы, больницы. В общем, в нужный момент денег на ремонт и строительство дорог не осталось. Налоговые поступления пришли слишком поздно, и часть платежей подрядчикам так и не была переведена. Теперь власти хотят закрыть эти долги
за счет бюджета 2026 года. Что это значит? Это значит, что в 2026 году опять будет дыра в бюджете, и на строительство дорог денег опять не хватит. Откуда они будут брать деньги, горе наши финансисты, непонятно. Вообще, на что они надеются, тоже непонятно, потому что инвестиций в наш регион, нашу республику в ближайшем времени, в ближайшие годы не планируется. Вот, в Минфине прямо признали, что денег намного меньше, чем планировали, и предложили они, ну, очень мягко тогда, затянуть потуже пояса. Вообще знакомая картина, да? Республика, на территории которой добываются алмазы, нефть, газ, обсуждает, где взять деньги на отопление поселков и оплату дорожным подрядчикам. В итоге долги растут как кисты на дрожжах. Да? Почему так происходит? Вопрос риторический, а не риторический вопрос. Это вопрос, как долго жители республики намерены все это терпеть. Алмазная компания опубликовала результаты за 2025 год. На бумаге вроде бы все выглядит, ну, более-менее терпимо. Да? Есть прибыль, есть выручка, но в плюсе Алроса оказалась потому, что продала свой африканский актив. Ангольский проект «Каток», который называется. Да? Если этот факт убрать, то получится совсем другая картина. По факту основная деятельность компании уже ушла в минус. А убыток там составил около 7 миллиардов рублей. То есть алмазный гигант, на котором держится экономика Республики Саха, перестает нормально зарабатывать. И ведь Алроса не какая-то там очередная добывающая компания. Это, по сути, финансовый позвоночник нашей Республики Саха. И теперь на этом позвоночнике, к сожалению, образовались грыжи. Ну, то есть он не функционирует как здоровый организм. В результате у нас возникают проблемы, о которых мы с вами сейчас говорили, да, выше. И проблемы с ЖКХ, и проблемы с дорогами, невыплаты зарплат, затыкание дыр за счет будущих лет. И в результате возникают проблемы, о которых мы с вами говорили выше. Ну, и задержки зарплат, затыкание дыр за счет будущих денег, да. И на самом деле проблема Алросы, она не решится завтра. На самом деле проблемы Алросы завтра не исчезнут. Это проблемы надолго. По крайней мере, пока Россия ведет агрессивную войну в Украине. Санкции с Алросы не снимут. То есть, получается, сегодня денег катастрофически мало поступает в бюджет от компании Алроса. Завтра будет еще меньше. Самое плохое в этой ситуации, что власть об этих проблемах чисто и открыто. Самое плохое в этой ситуации, что власть о проблемах, которые возникли с нашей алмазной компанией, открыто с населением говорить не хочет. А значит, в скором будущем ничего не изменится. У нас в республике снова погиб человек от нападений бездомных собак. В поселке Серебряный Бор стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину. Проблема в том, что это не первый случай. В октябре 2024 года, 1,5 года назад, в поселке Чуйман от нападения тоже бездомных собак погибла 12-летняя девочка. Тогда вся страна обсуждала эту трагедию. И тогда же это дело под личный контроль взял господин Бастрыкин. Но, видите, 1,5 года прошло, ничего не поменялось. Проблема в федеральном законе об обращении с бездомными животными, так называемом законе Бурматова. Бурматов ввел в систему ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск обратно на улицу. То есть собаку ловили, стерилизовали и возвращали ровно в ту же среду, где она, в общем, обитала. На практике это выглядело так. Собак отлавливали и не всегда их стерилизовали. Да? Почему? Потому что, ну, во-первых, видимо, и здесь коррупция, да, во-вторых, не очень много денег на это выделялось, в общем, а в-третьих, видимо, халатность на местах. Тогда было очень много тоже публикаций, когда собаки, уже якобы стерилизованные, бегали с щенятами, с маленькими. Модель закона этого Бурматова практически не изменилась.
Но особенно абсурдно она у нас выглядит, потому что у нас нет денег ни на содержание приютов, нет никакой нормальной ветеринарной инфраструктуры, да, и нет денег на содержание вот такого огромного количества собак. Стаи живут возле свалок, возле котельных, кормятся этими отходами, и постепенно становятся агрессивными. У нас в республике вообще не первый случай смерти от укусов безнадзорных животных. И ничего не меняется уже долгое-долгое время. После трагедии в Чульмане главу поселка сняли. Вроде как будто бы на него завели уголовное дело, но опять же непонятно, что там, да. Но на самом деле виноват не глава поселка, а виноват законы, которые принимаются, да, федералами. И это будет продолжаться, пока мы, Республика Саха, будем жить по этим законам, по федеральным. Вот. Пока мы не обретем суверенитет и не будем жить по своим собственным законам. Иначе меняться будут названия поселков и имена погибших. Вот, ничего не изменится. Ну и на сегодня последняя новость. История с задержанием заместителя начальника бюро СМЭ Михаила Катышевцева. Значит, по версии следствия, ночью 28 февраля он сел в автомобиль, в такси, приставил к голове водителя травматический пистолет и потребовал ехать, да? Водитель отказался, тогда Катышевцев выстрелил ему в бедро, в ногу, после чего сел за руль и уехал в сторону микрорайона Марха. Он был не один, Катышевцев был с женщиной, с коллегой, которая как раз-таки занимается в этом бюро госзакупками. Суд отправил Катышевцева в СИЗО до конца апреля. Сам Катышевцев просил домашний арест, ссылаясь на семью и на детей. Однако суд посчитал, что на свободе он может повлиять на ход расследования. Но почему суд посчитал, что Катышевцев может повлиять на ход расследования? Здесь нужно сказать о том, что вообще Катышевцевы, фамилия Катышевцева, да, достаточно популярна, известная в республике, да. Это все люди, которые занимают должности рядом, какие-то вот связанные с правом, скажем так. У нас есть Сергей Катышевцев, известный руководитель адвокатской палаты Республики Саха. И, насколько я знаю, Полина Катышевцева какое-то время, тоже очень известная в свое время была, она была заместителем главного врача Якутского наркологического диспансера. Вот. Ну и вот этот вот человек, Михаил Катышевцев, он замначальника по экспертной работе бюро судмедэкспертизы, тоже достаточно такая высокая должность, да. Структура вообще бюро СНЭ, которая играет ключевую роль в уголовной системе. Именно ее специалисты этой структуры устанавливают причины смерти, проводят медицинские экспертизы по уголовным делам и помогают формировать доказательную базу для судов. Вот. Фактически это один из институтов, на которых держится работа следствия и судебной системы. Ну, то есть понимаем, да, насколько важный человек Михаил Катышевцев в этой системе. Поэтому я думаю, что, скорее всего, никакого там громкого продолжения у этого дела не будет. Скорее всего, это дело спустят на тормозах. Все это прикроют трагедией одного человека, наркозависимого, да. Потому что, кстати, я забыла сказать, у него при задержании обнаружены запрещенные вещества при нем. То есть понятно, что этот человек зависимый. Вот. И поэтому я думаю, что, скорее всего, они не будут втаскивать это дело на всеобщее обозрение, а тихонечко все это прикроет. Прикроет тем, что объявит его, в общем, зависимым. Ну, скажут, что это проблема одного человека, трагедия одного человека. А потом еще скажут, что у него семья. В общем, он примерный семьянин, прекрасный отец 2 детей там или 3 детей.
Вот, и, скажем, трагедия, личная трагедия конкретного человека, с системой это все не свяжет, и, в общем, все это опять заметут под ковер. Так же, как было с Куркутовым, да. Проблема Куркутова, Куркут, через которого проходит огромное количество денег, да, и он тоже под запрещенными веществами находился, вот недавний, да, его, вот эта вот пьяная вылазка с таксистом, тоже все замели под ковер. В общем, система своих не сдает, да, мы понимаем в этом случае. В любом случае тот факт, что замруководителя бюро СНЭ оказался обвиняемым в вооруженном нападении и в угоне автомобиля, это уже, конечно, такой достаточно резонансный эпизод. Посмотрим, как будут действовать наши правоохранительные органы. Но еще раз говорю, никаких гарантий, что это дело станет как бы обсуждаемым, громко обсуждаемым, да, нет. Все это спустят на тормозах. Вот на этом у меня все. Всем спасибо большое за просмотр. До свидания.